кайта кетти. По поводу самого задержания Тенгиза Болтурука, что вы думаете? Это обидно, очень обидно. Мы верили ему. Ишенимдин баарын өлтүрдү да. Аябай ишенгенбиз, ага ишенгенбиз. Эми кыргыздын башында кыйын иш турганда өлтүрүүгө ишенгенбиз да, ошо алтынды ситуациядан алып чыгып кетсин деп. Анан эми ушундай иш кылып атса кимге ишенерибизди билбей калдык. Это больно и обидно. Для меня лично больно и обидно. Мы же верили ему, что он вытащит, что он честно будет работать. Какие слова он здесь говорил. Оказался, видите, очень больно. Депутаты предлагали заслушать его, будучи даже экс-руководителем Комтора, но теперь задерживают и не получается. Будет со стороны депутатов какая-то комиссия? Конечно, мы сейчас думаем, вот в следующей неделе будет правительственная часть. Правительственная часть, вот тогда мы с ним об этом и тоже поговорим. Но одно слово скажу, что это очень обидно, больно. А про само задержание Тенгиза Болтурука, что вы думаете? Не знаю, пока не комментирую. Вчера его задержали, обвиняется, потому что здесь около миллиардной суммы ущерб. А в дальнейшем следствие покажет. Ну, ясно дело, почему его задержали. Он до этого был директором компании Комтора. При его исполнении были нарушения финансовые, поэтому его задержали. Насчет задержания я сейчас ничего не могу сказать, потому что сейчас идет следствие. По-моему, они должны до 48 часов при задержании. Прокуратура и следствие должен дать уже определение. Тут должен только все решать этот суд. Это решение суда, он должен уже доказать его, как он виновен или не виновен. Он, если возбудили уголовное дело, вчера я слышал по массовой информации, что его задержали. Задержание Болтурука мы тоже узнали вчера через СМИ. К этому шло. Мы здесь, я лично в парламенте поднял вопрос, что он растрачивает бюджетные деньги. Я сказал, что он когда здесь ответил, что ему мало $50 000, которые за аренду оплачивает. И тогда я узнал, что это к хорошему не приведет. А что с арендой сейчас, кстати? Аренда, он сказал, $50 000 мне мало, я достаточно буду поднимать, потому что мне стыдно, когда приезжает из-за границы инвесторов. Интересно? Офис это Комтора, Офис, да, он офис хотел аренду снять, он снял аренду. А уже сняли же Да, аренду? снял, он так сказал, он, наверное, больше $100 000 он только оплачивал за аренду офиса. Он такую схему создал. Мы доверили ему, что он будет работать в Комторе. Он через год нам принес документ, что он создал другую компанию, корпорацию. Это Мрастар, да? Көчмөндөр Мрастары. Он деньги Комтора через Көчмөндөр Мрастары, он эти деньги хотел использовать. Он из бюджета даже попросил, снял деньги, 7 миллиардов сомов он снял, чтобы свои проекты, внутренние проекты, он реализовал через Көчмөндөр Мрастар. То есть он уже снял 7 миллиардов? Да, комитет решил. Единственное, я был против, потому что он должен заниматься производством вот это золота, а не бизнесом. Он снял и это, по-моему, уже истратил. Уже истратил 7 миллиардов, получается. По-моему, на да. что потратил, он говорил? Он сказал, я буду разливать бутылочную воду, я буду построить детсад, я буду строить школу, я буду там истратить на культуру. Я сказал, тогда занимайся бизнесом. Что там этот? Это начато, он построил? Он начал, это все скоро выйдет. Все документы есть. Теңиз Болтурук үчүн буга чейин дагы бир топ канча мындай өз билемдик менен акча коротуп аткандарын билгенбиз. Мен айтып атам, ошо 1 миллиард деген акча бул биздин бүгүнкү күнү эң чоң акча Кыргызстан үчүн. Bundan да көп чыгышы мүмкүн да. Ошондуктан сөзсүз түрдө өкмөт бул боюнча өзүнүн келип отчетун бериш керек. Bundan ары Комторубуз кандай иш алып кетет? Же болсо катастрофа болуп такыр токтоп калганга чейин созбош керек да.